Всем привет, друзья! Добрый воскресный вечер. Сюрдикёл Массера. Вы не поверите, уже раз 20-й пытаюсь снять небольшую распаковку, ничего у меня не получается. Видимо, с ютубом на сегодня надо завязывать. Я бы сняла завтра, тут совсем небольшой обзорчик, но я ж без булочек на ночь не смогу, вы ж меня знаете. Диеты это не про меня. Поэтому сниму сегодня. Уже как получится, так и получится. Правда, связь ужасная, ничего не загружается. Хоть включаю этот VPN, хоть нет, бесполезно. Ну, попытаюсь снять. В общем, друзья, я сегодня была в гостях у одной очень хорошей женщины. И она меня без подарков не отпустила. Хотя я говорила, у нас все есть, масун, йолушу, гумаца и выше. Нет, вот такой человек, что я с ней сделаю. И я с этими пакетами приехала домой. Начнем с варенья. Другое у нас было, ну айвова, это мое любимое варенье. Она его делала сама. И кизиловое с кислинкой тоже люблю. Так, давайте начнем с бытовой химии. Что у нее было, все она мне и положила. Волос, мыло для рук, зима, еще одно мыло, в хозяйстве ничего не помешает, все пригодится. Вот такое детское мыло и губки для мытья посуды. Потом, что она из припасов мне положила: чай, горох, как-нибудь буду варить гороховый суп. Но я люблю его с фрикадельками. Гречку положила и пшено. Очень люблю пшенную кашу, но почему-то редко ее готовлю. Сгущенка моя любимая, хотя у нас была в баночках, но такой не было. Халва. В общем, с диетой у меня ничего никогда не получится. Потом я купила нам на вечер к чаепитию булочки, чтобы с ней и с ее внучкой покушать. Она мне их в дынч печи обратно положила. Вечером мы вместе чай попили. Она говорит, с долгу булочки не ест, типа худеет, хотя Тамара очень стройная. А я хотела потом зайти, купить черный хлеб, еще что-нибудь. Все равно она мне их положила. Смотрите, с чем булочки. В общем, одни бублики, колечко без ничего. Открывать сейчас не буду. Эти с маком. А вот эти я попробовала, мне не понравились. Знаете, там что? Вкус такой. Ну, типа корица, по-моему. Да, по-моему, это вкус корицы был. Мне не понравилось. Что мне понравилось? Это булочка с творогом. Сладкий творог я люблю. Потом приехала, мне еще тетя булочек купила с Берката, мои любимые. В общем, у нас то пусто с булочками, то густо. Потом еще, когда в маршрутке сидели мы, как называется эта улица любимая? Симбаева, по-моему, ну, улица с зонтиками. Там молодые девчонки зашли, уже было время уразы, время ифтара, вернее. Вот такие финички раздали в маршрутке и водичку. Дал сахар, массера. Видимо, это с какой-то организации, не знаю. Ну, молодцы девчонки и все, кто в этом участвовал. Мелочь, а приятно. Так. И что я сегодня купила? Зашла наконец-то в Триколор. Купила 2 блока питания. Они по 500 рублей были, но он мне, как старый знакомый, дал по 300 рублей. У нас много триколоров и телевизоров, и вечно с этим светом проблемы, то включают, то выключают, поэтому на запас купила. Потом мне еще надо будет в Триколор поехать, поменять приемник, но у него там выбора не было, мне нужен был старый приемник. И случайно еще увидела магазин, зашла за зарядкой, купила зарядку.
Так, сейчас я вам покажу вот такую зарядку купила. Ну там этот парень посмотрел, я ему показала телефон и свою старую зарядку. Видите? Она у меня до сих пор работает, хотя тут уже провода видны. Сказал, что вот эти вот все гнезда подходят вроде бы. Я еще не проверяла. А вот это я дома у себя нашла, когда я покупала в прошлый раз зарядку. Но это года 2 назад было. Очень долго она мне прослужила. У них вот такая красненькая висела. Этот парень сказал, что нет, эти гнезда или что-то не подходят. Но в другой раз все равно проверю. Нужно про запас держать хотя бы 2 зарядки. Вот такая у нас небольшая распаковка, друзья. Поехала в гости, приехала с подарками, называется. Одну часть прогулки по Грозному я уже выложила, загрузила еле-еле. Вторую часть думаю сегодня загрузить или на завтра оставить. Мы прошлись с подругой по улице Розы Люксембург. Она хотела еще по Путина, чтобы мы прошлись. Мне надо было в Око зайти. Но думаю, нет, по Путина это в другой раз. Сегодня у меня и так насыщенный день получился. Поехала в гости, зашла в аптеку, зашла в Триколор, сделала прогулку хорошую по старым улицам города Грозного и приехала домой. Уже было столько пакетов, что меня тетя встретила, помогла дойти до дома. Всем спокойной ночи. Завтра понедельник. Понедельник день тяжелый. Желаю вам легкого понедельника. Хорошего вечера в этот воскресенье, хотя вечер быстро заканчивается. Всем отличного настроения. Пока-пока, друзья. Не забывайте про лайки, пишите комментарии или ставьте смайлики. Мне будет очень-очень приятно. Все, теперь пока-пока.